В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Делегация правительства Республики Абхазия во главе с премьер-министром Валерием Бганба находится в Санкт-Петербурге, где участвует в Международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в северной столице Российской Федерации. Абхазская делегация посетила пленарное заседание форума, который открыл президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Темами главного заседания форума стали ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, отношения Российской Федерации с зарубежными рынками и миром в целом. Далее на полях форума состоялась встреча премьер-министра Абхазии Валерия Бганба и министра энергетики России Александра Новака. В рамках встречи был подписан протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о режиме торговли товарами. Изменения, о которых идет речь, направлены на исключение возможности осуществления временного периодического таможенного декларирования при поставке из России в Абхазию нефтепродуктов, номенклатура и объем которых определяются в соответствии с соглашением в целях оптимизации процесса таких поставок. Кроме того, на площадках форума состоялся ряд встреч и переговоров главы правительства Абхазии Валерия Бганба с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко, с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также с председателем Совета директоров Китайского университета политологии и права Ли Гуоко. 8 июня председателю республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», члену Общественной палаты Гули Кичба исполнилось 70 лет. С юбилеем Гули Кичба поздравил президент Рауль Хаджимба. В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемая Гули Михайловна, вы прошли непростой жизненный путь. Чем бы вы ни занимались, будь то работа в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия, Сухумском культурном центре имени Когония, вы всегда проявляли высокую ответственность и профессиональный подход ко всем вопросам. С первых дней Отечественной войны 1992-1993 годов ваши сыновья Арзамет и Дмитрий Тарба встали на защиту Родины. Арзамет Тарба удостоен высшего звания Героя Абхазии. Преодолев боль, нанесенную вам трагедией войны, вы делаете все возможное для решения многих вопросов мирной жизни. Много лет вы руководите движением матерей за мир и социальную справедливость. Благодаря вашим личным усилиям и усилиям ваших единомышленников эта общественная организация проводит большую работу, заботясь о семьях защитников Отечества, сложивших головы за свободу Абсне. Укрепляют сотрудничество между Абхазией и Россией, в особенности с республиками Северного Кавказа. Как подчеркивается в поздравлении главы государства, Гули Кичба принимает активное участие в общественно значимых событиях, происходящих в Абхазии и за ее пределами. Возглавляемому ею общественному движению удалось многое сделать для повышения социальной роли женщины в жизни страны. Указом президента Рауля Хаджимба за заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность, председатель республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», член Общественной палаты Гули Кичба награждена орденом Ахидз Апша второй степени. Сборной Абхазии не удалось завоевать бронзовые медали чемпионата Европы по футболу по версии КАНИФА. Внимание всех любителей футбола и не только в последние дни было приковано к новостям из столицы Республики Арцах, где проходит чемпионат. Вся Абхазия наблюдала за тем, как наша сборная успешно продвигалась вперед, и с каждым матчем возрастали ее шансы вновь стать первыми в турнире. Однако в решающем матче за выход в финал нашей сборной не повезло, и 8 июня она боролась уже только за третье место. Сборная Абхазии встретилась с командой Чамерии, которую в первом матче группового этапа наши футболисты уже обыгрывали, но в этот раз удача была не на их стороне, и бронзовым призером турнира стала команда Чамерии. А вот кто станет чемпионом, станет известно 9 июня. За золотые медали чемпионата Европы по футболу по версии КАНИФА будут бороться команды Южной Осетии и Западной Армении. На верность Родине молодое пополнение приняли присягу. Торжественную клятву принесли 32 новобранца абхазской армии. Торжественная церемония, посвященная важному для каждого новобранца событию по сложившейся традиции, прошла в Министерстве обороны. Ее посетили представители военного ведомства и родственники молодых служащих абхазской армии. До принятия присяги молодые люди прошли курс молодого бойца в учебном центре Министерства обороны. День приведения к военной присяге является праздничным днем для воинской части. Принимая присягу, новобранцы торжественно клялись верно служить Родине.
Сегодня на плацу Министерства обороны очередная военная присяга. Личный состав в количестве 32 человек принимает военную присягу и по приказу министра обороны будет распределен по воинским частям и отдельным подразделениям. Физическая подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка проходила на достойном уровне. Все военнослужащие справились с поставленной задачей. Было нелегко, трудно. В дальнейшем, я надеюсь, с честью и достоинством будет служить в вооруженных силах Республики Абхазия. А теперь о самых важных событиях уходящей недели. Заседание сессии парламента Абхазии, начатое на прошлой неделе, было продолжено в понедельник, 3 июня. Депутаты рассмотрели оставшиеся 9 вопросов повестки дня. 6 проектов закона об исполнении бюджетов государственных фондов республики были рассмотрены народными избранниками. Законопроекты об исполнении бюджетов за 2018 год пенсионного, дорожного фондов, фонда соцстрахования и охраны труда, обязательного медицинского страхования и внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии были приняты во втором окончательном чтении. А отчет фонда по репатриации был принят в первом чтении. На заседании сессии парламента были продлены полномочия депутатской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго» еще на 3 месяца. Кроме того, был рассмотрен вопрос финансирования работ, проведенных экспертами. Сумма, которую необходимо выплатить приглашенным специалистам, составляет более 2 миллионов рублей. Депутаты также заслушали отчет председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателя. Прибыль банка в 2018 году составила более 70 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,3 миллиона рублей. В 2018 году Банком Абхазии в соответствии с договором по субсидированному кредиту было погашено 58 миллионов. 6 из 10 действующих кредитных организаций завершили 2018 год с прибылью в общей сумме 57 миллионов рублей. Общий убыток остальных кредитных организаций составил 33,5 миллионов. Кредитный портфель кредитных организаций на 1 января 2019 года составил более 4 миллиардов рублей, в том числе кредитный портфель Сбербанка – 1,2 миллиарда. Однако, несмотря на достигнутый успех, в банковской сфере Абхазии сохраняется сложная ситуация. И связано это в основном с низкой ликвидностью, дефицитом наличности в стране. У нас серьезная проблема с ликвидностью. Вы понимаете, что банковская система не может работать без денег, а получается, что Национальный банк не является эмитентом денежной валюты, в отличие от любой другой страны, где есть банковская система с эмиссионным центром, где Национальный банк регулирует объем денег в экономике, увеличивает этот объем, уменьшает, влияет на ставку процента. Мы сегодня находимся в рублевой зоне, и мы сегодня просто по факту констатируем, сколько денег у нас есть в банке. То есть от Банка Абхазии не зависит, сколько денег находится в Банке Абхазии. По поручению президента Абхазии в рамках соглашения между Абхазией и Россией основным категориям работников государственных учреждений республики повышена заработная плата. Ежегодная процедура увеличения зарплаты будет проходить в рамках реализации межправительственного соглашения между Абхазией и Россией, подписанного в 2015 году. Повышение заработной платы коснется отдельных категорий сотрудников бюджетных организаций. Выборка категорий не будет меняться, она утверждена данным соглашением. Увеличение зарплаты предусмотрено 11 категориям госслужащих, среди которых педагоги образовательных учреждений разного звена, научные сотрудники, врачи и медперсонал, работники учреждений культуры и социальной сферы. Постановление Кабинета министров вступит в силу после того, как в законе о республиканском бюджете будет принята соответствующая поправка. Данный законопроект уже направлен в Народное собрание Абхазии. После того, как он будет принят, для всех категорий госслужащих, попадающих под постановление, будет произведен перерасчет за период с 1 января 2019 года. У нас есть целевые значения, которые мы обязаны достигнуть. И в зависимости от должности, той или иной должности, в зависимости от заработной платы, которую получают конкретные специалисты, высчитывается среднемесячная заработная плата. И вот в случае, если уровни, показатели среднемесячной заработной платы не достигают целевых значений, вот в этом направлении оно увеличивается. Здесь речь идет о привязке к отдельным категориям. Вот, допустим, педагогические работники образовательных учреждений общего образования. У нас целевые показатели на 2019 год, среднемесячная заработная плата должна достичь 12 827 рублей. Понятное дело, что даже в ныне действующей структуре кто-то получает 10
а кто-то получает, я сейчас образно говорю, кто-то получает 14. И вот наша задача сделать, если мы не достигаем среднемесячного показателя, увеличить. Производится перерасчет и определяются конкретные показатели. Межведомственная делегация из Абхазии со 2 по 8 июня принимала участие в рабочих встречах на борту лайнера «Князь Владимир» по маршруту его следования с представителями администрации морских портов, таможенных и пограничных служб. Делегацию сопровождал директор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховченко. 2 июня прошла первая встреча в порту города Сочи, 3 июня в Новороссийске и 4 июня в Ялте. В состав абхазской делегации вошли представители МИДа, Минэкономики, Погрануправления, Государственного таможенного комитета, Национальной туристической компании. В ходе рабочих встреч обсуждались вопросы, связанные с организацией работы пограничной и таможенной служб, с пребыванием иностранных граждан на борту судна «Князь Владимир», а также другие вопросы возобновления морского пассажирского сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Жилищные споры. Эту нерешенную многие годы проблему обсудили в Общественной палате Абхазии. Специально созданная рабочая группа изучила вопрос и пришла к выводу, что права граждан Абхазии нарушаются. И главное, по их мнению, причина – отсутствие закона, который определяет статус лиц, воевавших против Абхазии и членов их семей. Обсуждение прошло с участием представителей парламента, прокуратуры, службы судебных приставов, администрации Сухума и самих подавших жалобы граждан. Наша съемочная группа выслушала все стороны. Репортаж Алики Трапш. Открывая заседание, заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убирья проинформировал всех присутствующих, что в консультативный орган республики поступило свыше 100 заявлений от граждан Абхазии, согласно которым их жилищные права были нарушены. Для изучения этих вопросов члены палаты создали специальную рабочую группу и изучили каждую жалобу. Я обнаружил тех документов, которые я лично ознакомился и знаю вместе с рабочей группой. В закономерность превращается отъем жилья, ссылаясь на документы, выданные за пределами нашей страны, в том числе Грузии, о вступлении в наследство. Мы пошли в прокуратуру, но меня шокировал ответ. При рассмотрении о собственности граждан Абхазии верховенство закона над всеми, какими есть законами или распоряжениями, это верховенство международные законы о собственности. То есть, если мы нарушим, ООН не будет нас рассматривать, что мы нарушаем эти права. Член рабочей группы по обработке поступивших заявлений, заместитель руководителя ветеранской организации «Абаш» Зураб Зухба рассказал собравшимся о двух конкретных случаях. И первый, и второй касаются жилищных споров с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ветеран войны судится с ценным гражданином, который получил наследство от своей матери, которая умерла в Грузии. Вот документы на грузинском языке, свидетельство о смерти, вот, пожалуйста, вот это свидетельство о смерти, полученное в Грузии. Он везет в Москву, переводит его, соответственно, на грузинском языке, понимая, наверное, что здесь это не примут. Он переводит этот документ на русский язык, привозит сюда, и почему-то здесь эти документы принимают в производству. Начинаются судебные тяжбы с ветераном войны, она и так больная женщина, и начинают ее там отдергивать и пытаться отсудить недвижимость. Мы, ветераны, однозначно воспринимаем эти вопросы. Все граждане, которые не то что там принимали участие в боевых действиях, а сотрудничали с грузинскими оккупационными войсками, они не то что проживать здесь, жены, члены их семьи, не то что проживать здесь, они сюда приезжать не имеют права. По мнению депутата парламента Натальи Смыр, на всех судебных заседаниях по жилищным вопросам должен присутствовать прокурор для того, чтобы в случае несогласия с вынесенным судом решением мог оспорить его на месте. То есть прокурор иметь право сразу оспорить и не нужно будет потом впоследствии обращаться в прокуратуру о том, что вынесение неверного, помимо того, что Верховный суд, все инстанции, а потом в прокуратуру. Поэтому я думаю, представители прокуратуры было бы неплохо, что присутствовали. И еще я призываю вас, у нас есть такой как
квалификационная комиссия судей, я бы вам тоже предложила, потому что обращаться и отслеживать решения, вынесенные квалификационной коллегией судей, потому что там тоже не очень объективно выносится решение, потому что там есть такая, знаете, как корпоративная этика, где, я извиняюсь, судьи не судят. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Абхазия, принятый в 2008 году, ограничивает возможность прокурора обжалования всех судебных решений. Согласно статье 43 ГПК Республики Абхазия, одна категория дел, в которых может участвовать прокурор, это жилищные дела, связанные с выселением. Во всех остальных делах прокурор не участвует. С инициативой о том, чтобы вернуть нам полномочия прокурора по участию во всех гражданских делах, обращались в парламент. По сегодняшний день вопрос по участию прокурора во всех гражданских делах не принят. Присутствовавший на встрече депутат Народного собрания Рауль Лолу отметил, что по обсуждаемому вопросу в парламенте Абхазии рассматривается законопроект, направленный на предупреждение такого рода ситуации. Кроме того, он напомнил, что в Гражданском кодексе Республики Абхазия прописано, что граждане, которые боролись или борются против независимости нашей страны, участвовали в боевых действиях против Абхазии или оказывали содействие в этом, не имеют права наследовать имущество на территории Республики Абхазия. Сейчас депутаты парламента работают над внесением дополнений в данный закон. Мы подняли этот вопрос в парламенте, начали обсуждать, приняли в первом чтении, дополнили эту статью, имеется в виду это лица, которые являются родственниками. Сейчас мы обрабатываем, дальше пойдем, посмотрим, кто является родственниками. Это сын, это дочь и так далее. Там тоже есть свои вопросы, которые необходимо правильно юридически, согласно там всем правовым нормам, закрепить. Поэтому мы не спешим с этим, работаем. Приглашали в парламент представителей суда, представители нотариусов, представители со службы государственной безопасности приходили к нам. Что касается случаев, которые мы здесь обсуждаем, почему мы начали работать в парламенте? Потому что к нам начали обращаться ветераны, в том числе и те, которые здесь сегодня сидят. Но каждый случай, он индивидуальный. Когда мы провели необходимую работу, поняли, что это не носит массовый характер. То есть нет такого, да, чтобы наши нотариусы, наши суды было завалено такими запросами с территории России, в том числе лиц, которые претендуют и хотят вернуть свое жилье. Участниками встречи также было отмечено, что помимо усовершенствования Гражданского кодекса, в части защиты интересов граждан Абхазии в такого рода жилищных спорах необходимо наконец-то провести инвентаризацию всего жилищного фонда страны и создать земельный кадастр. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня гость программы «События недели» заместитель главы администрации президента Гиви Габни, который был участником встречи в Общественной палате, где обсуждался вопрос жилищных споров. На днях состоялось заседание Общественной палаты, на котором вновь был обсужден вопрос жилищных споров. В частности, речь шла о судебных разбирательствах между некоторыми лицами, так скажем, и гражданами Республики Абхазия. И в данном случае вырисовываются фигуры, которые имеют грузинский след, так можно сказать, да, корни грузинские. Как вы думаете, учитывая, что в Гражданском кодексе Республики Абхазия прописано о том, что граждане Грузии, которые имели какое-либо отношение к Отечественной войне народа Абхазии или принимали какие-то противоправные действия против Республики Абхазия, не имеют права претендовать вообще на какую-то собственность, но, однако, вот такие вопросы возникают. С чем это связано, в чем причина? Общественная палата на то и общественная палата, чтобы те вопросы, которые проблемные есть в обществе, все-таки могли обсуждать. И, конечно же, граждане обращаются по разным вопросам, граждане обращаются в эту палату в том числе для того, чтобы все-таки докопаться, можно сказать, до истины и так далее. В данном случае, как заявили руководители общественной палаты, значит, тема была такая. Это не просто жилищные проблемы, а вопросы отъема, что ли, через
через власть было почему-то сказано, ну, вообще-то имелось в виду, что через судебную власть, так сказать, жилья у граждан Абхазии какими-то другими лицами, как вы сказали, теми лицами, которые все-таки принимали участие там против нашей страны, против нашей независимости, военные действия и так далее, далее. Ну, конечно же, звучит так тяжело, правильно же? Очень сильное такое звучание, отъем, значит, жилья. Конечно же, какие-то проблемы есть. Вот когда вы говорите, почему так происходит, ну, говорить о том, что этого нет, нельзя сказать. Мы молодое государство, я и на общественной палате тоже вот свое мнение высказывал. При строительстве государства, конечно же, мы будем какие-то ошибки все равно совершать. В каком плане ошибки? Ну, сейчас так получилось, что в общественной палате там особая нагрузка была сделана на судебные органы. Вот судебные органы, они чуть ли не смотрят никаких справок со службы государственной безопасности, каких-то других документов, которые говорят о том, что лица, которые претендуют или отнимают жилье, они вообще недостойны, не должны этого делать. Ну, на самом деле же не так, надо не так подходить к делу. Говорить о том, что наша вся судебная система работает против наших граждан, ну, это эмоции. Эмоции были и в общественной палате тоже. Я скажу так, конечно же, при строительстве государства нам многое бывает не хватает. А я как правовед буду говорить о том, что нам не хватал регулятор нормативный, правового регулирования. У нас не было нормативных актов, которые бы регулировали отношения в данной сфере тоже. Но отношения общественные, они развиваются, и люди каким-то образом должны оформлять свое жилье, правильно же? Мы многое жилье, которое было оставлено, скажем, после военных действий, мы занимали, жили, оформляли каким-то образом. Этот процесс шел. Не было нормативной базы, но мы же это делали. Я не говорю, что это плохо, это все равно надо это было делать. Даже и на сегодняшний день есть жилье, которое многие как бы проживают и не оформляют тоже. Такое тоже наша действительность. Да, спустя это тоже есть. Это наша действительность, но надо от этого уходить. Когда я говорю, что мы совершаем ошибки, потому что принимаем решение, нет нормативной базы, сегодня, на уже более 25 лет, мы, конечно, совершенствуем нашу правовую базу, и в этом плане многое было сделано, и сейчас депутатами парламента проводится большая работа для того, чтобы, в частности, в этой области у нас не было пробелов. Когда есть пробел, как говорили многие участники в общественной палате, наверное, многие будут использовать этот пробел в своих личных интересах. Это касается, они говорили в общественной палате, это и про чиновников, и про, так сказать, систему правоохранительную и так далее. Наверное, так есть. Это в мире есть, и здесь у нас тоже не без этого. Поэтому и депутаты парламента подчеркивали, что проводят различные, значит, мероприятия с точки зрения усиления нормативной базы, внесения изменений, дополнений в наше законодательство, которое регулирует отношения по жилищным вопросам, для того, чтобы были определенные препоны, преграды, чтобы не было ни у кого возможности, ну и даже желания, чтобы каким-то образом, если у них нет таких оснований, приходить, требовать, забирать чужое жилье. Не чужое, а вот как будто бы их, но сейчас оно по факту является там, ну, в собственности или же во владении граждан нашей страны. И у органов, и у чиновников, чтобы не было возможности каким-то образом такую ситуацию, да, тяжелую, использовать в личных целях. Я это говорю почему? Потому что, да, мы потихонечку к этому приходим. Время нам, к сожалению, так получилось, что мы учимся только на своих ошибках. Ну, так получилось. Но мы все-таки учимся, все-таки вносим изменения. И сегодня уже не та ситуация, как это было нам 10 лет, 15 лет тому назад. А мы видим, что даже вот по тем делам, которые были озвучены в общественной палате, это дела, которые были ранее, значит, выданы кому-то правильно, неправильно, так называемые ордера там, на квартиры, и потом судебные органы спорят, у кого-то забирают, отдают муниципалитету и так далее. Все эти тяжбы, основа их – это, скажем, начало нашего времени, современного, я имею в виду 90-е годы, начало 2000-х и так далее. Нормативная база слабенькая, и, конечно же, все равно какие-то решения были. Сейчас мы видим, что ошибки, исправляем, насколько можем. Но тут еще и вопрос исполнения судебных решений тоже встает. То есть вот на этом же заседании говорилось о том, что есть постановление суда, которое отменяет, да, как бы уже другие решения, но они не исполняются. Ну, видите как, когда я говорил о том, что ошибки неизбежны при строительстве государства, этот элемент тоже я учел. У нас служба исполнения судебных решений, она
как бы на бумаге, может, была, но не было достаточных у них возможностей. Сегодня, вы видите, да, несколько лет тому назад у нас и закон соответствующий, и эти службы стали крепнуть, и мы видим различные дела, где даже, может быть, трудные дела, да, мы, помните, да, постройки, незаконные строения и так далее. И здесь в данном случае тоже. И сейчас у них есть больше возможностей, но и судебные исполнители все-таки это делают. Немало фактов, где судебные исполнители, исполняя решение суда, выселяют. Да, выселяют, такое тоже есть. Выселяют, потому что в соответствии с решением суда, значит, жилье чье-то проживают на незаконных основаниях другие. Такие же факторы тоже есть. Поэтому говорить, что они как бы не исполняют свои обязанности, ну это как бы не все сказать. Да, бывают случаи, это же тяжелый момент, когда вот, видите, например, проживают люди, там, семья, дети, ну и попробуйте выбросить их на улицу. Это тяжелая ситуация. В этом плане мы понимаем, что нужны органы, которые должны все равно исполнять, но и мы, сами граждане, должны понимать, что есть государство, соответственно, есть правила проживания в этом государстве, есть законы, надо их исполнять. Всем. Здесь, конечно, может телезритель сказать, ну, пускай все исполняют. Я тоже за то, чтобы исполнялись всеми наши правила и законы. И тогда мы не будем, наверное, так сказать, особо так обижаться на решение судебных органов. Ну, это мы услышали в общественной палате, еще раз повторюсь, там был акцент такой, что судебные органы чуть ли не делают все, чтобы граждане Абхазии страдали. Поэтому, ну, надо понимать, что в судебном состязании кто-то выигрывает. Это тоже момент. И не всегда суд принимает решение одно. Оно кого-то удовлетворяет, кого-то не удовлетворяет. Конечно же, мы говорили о судебных исполнителях, да, здесь тоже, да, есть такие вопросы нарекания в том плане, что, ну, до конца надо доводить эти решения. Ну, например, вот в общественной палате как раз был пример один, споры тоже по разным гражданам, по жилью. Конечное решение суда было: жилье непригодно, никому не принадлежит, остается муниципалитету. По факту есть, люди живут. Вот теперь исполнять его нужно. Здесь сотрудники правоохранительных органов тоже говорили, как нам это исполнять. Опять же, надо выгонять, на улицу выставлять, скандалы и так далее. И я понимаю, и все, наверное, понимают, что не так просто это все сделать. Но все равно нам нужно переходить к тому, что нам это нужно делать. Если жилье непригодно, значит там жить нельзя. Конечно, многие граждане, они не верят тому, что оно непригодно к жилью. Ну, если им просто негде Да, жить, у нас момент. же нет программы строительства жилья и обеспечения. Тогда я здесь, пользуясь случаем, хочу сказать, понятное дело, что у нас проблема с жильем, она острая и, наверное, будет острее. В том плане, что мы развиваемся, у нас есть граждане, которые не имеют жилья, у нас будут, наверное, граждане новые, у нас новое поколение вырастает, правильно? Молодые люди, молодые семьи и так далее. И в этом плане есть проблемы. Если мы в государстве какие-то шаги не будем делать, не только говорить о старом жилье, об новом, как вы сказали, ну и в этом плане, поэтому вот благодаря, так сказать, и депутатам парламента, и, так сказать, исполнительной власти, президента страны, программы уже приняты, в этом году работает программа. Да, первый шаг, ну, первые небольшие шаги по тому, как решить проблемы жилищные. Но опять-таки здесь не идет речь о строительстве пока социального жилья. мы говорим о том, что какие-то средства мы выделяем для того, чтобы людям помочь приобрести жилье. Небольшие суммы, ну, грубо говоря, там в год 40 миллионов рублей. Это немного, но с учетом наших возможностей, такие возможности были изысканы властью законодательной и исполнительной. Это первые шаги. Правильно вы говорите, с точки зрения строительства нового жилья, там нужны вложения другие. И в этом плане, конечно, есть идеи разные, и мы тоже думаем об этом, муниципальные, местные власти думают об этом. Значит, если строители, грубо говоря, те, кто строит дома, такие, да, значит, ну, квартирные, многоквартирные и так далее, чтобы где-то в каком-то плане находить общее, так сказать, взаимопонимание, чтобы какая-то часть решалась с точки зрения социальных вопросов. Но опять же, мы сталкиваемся с проблемой, это уже, так сказать, приобретение этого имущества. Наши граждане не особо, так сказать, имеют возможность, чтобы приобретать, если строить, приобретать. Но вы говорите о том, чтобы строить и отдавать, правильно же? Да. В этом плане капитальные вложения нужны, капитальные. Мы пока не можем изыскать эти средства, к сожалению, так. Но все равно надо же решать вопросы. И поэтому первым шагом у нас были, или же вот сейчас действует программа, ну, первые шаги. Может быть, у нас будут возможности большие, и депутаты парламента
вместе с исполнительной властью решать, что давайте большие суммы на это уделять. Потому что сегодня построить многоквартирный, так сказать, дом — это не 100 миллионов, скорее всего, понимаете? И это тяжело, бремя такое. Но к этому нужно идти. Иначе у нас будет со временем еще больше проблем. Сейчас у нас есть возможность как бы со старым жильем, и мы им голову ломаем, как его перераспределить, но оно изначально было хаотично, я уже говорил. Сейчас в какие-то правовые нормы, правовые рамки, так сказать, входят. И то у нас головоломка, представляете, да? Пока с этим. Ну а потом, когда это все закончится, оно рано или поздно все равно устаканится. И когда в общественной палате там даже и многие говорили, что вот это беда целая, это безопасность. Да, наша. вот хотелось. Да. То есть там были такие мнения, что это носит характер, прям грозит национальной безопасности, такой массовый характер. Ну, во-первых, нужно на сегодняшний день сказать, что случаи не увеличиваются. На самом деле это случаи, которые были ранее уже. И споры у нас происходят по одним и тем же случаям. И новые – это редкость. Поэтому массовости здесь мы не видим. И ее нет просто. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Наше законодательство не даст возможность своим гражданам страдать. И так оно и происходит. Но я имею в виду, что массово все мы потеряли свое жилье, скажем так, законных оснований. То есть мы его получили от государства, есть бумаги, мы живем в жилье, значит, которое оформлено государством. И, соответственно, само государство берет на себя обязанность, значит, гарантировать нам эту собственность, нашу же, которая от них же от государства мы получили бумаги. Правильно? В этом плане бояться не нужно. Не будет государство принимать решения, которые будут идти не во благо, так сказать, граждан. И теперь это одна сторона. Вторая сторона, до этого мы уже говорили с вами, мы принимаем законодательство новое, вносим дополнения в наше законодательство и везде записываем такие преграды, препоны, барьеры для того, чтобы никто у нас и в этом плане не отнял что-то. При оформлении, при разбирательстве всегда, когда речь идет о спорных вопросах, нам нужно представлять кучу документов. Главные документы – это по нашей службе государственной безопасности. В нашей службе есть вся информация по всем тем, кто принимал участие против нашего государства. Принимал участие. В каком качестве тоже у нас есть информация. Всегда мы получим данную информацию. И эти бумаги являются первоисточниками для нас, пускай это будут судебные органы, исполнительные органы и так далее. Поэтому здесь у нас есть стена, преграда. Это что касается тех, кто принимал участие. Да. Но есть же и граждане, которые не принимали участие в военных действиях, и у этих граждан уже есть дети, уже есть внуки, которые могут также приехать с этими документами, подтверждающими право на собственность, и согласно международному праву, на которое ссылались также в общественной палате, могут претендовать на свою собственность. Еще один момент такой. Я же до этого сказал, наше государство, если я на законных основаниях проживаю в жилье, я же не говорю приобрел или что я сделал далее, я проживаю в жилье на законных основаниях, и государство мне подтверждает такое мое проживание, я не переживаю за то, что у государства будет какая-то проблема с кем-то. У меня этой проблемы не должно быть. Я уже как, знаете, в общем сроках правовед. Конечно, вы правы, может, есть такие лица, которые, значит, сейчас, или их там дети, наследники и так далее. Но на сегодняшний день мы все жилье, практически все жилье, наверное, уже оформили. И ему придали уже законное основание. Наше абхазское государственное основание, понимаете? И поэтому, чтобы кто-то со стороны еще претендовал там на протяжении такого времени, тем более, что мы в законах наших уже внесли изменения, есть и в жилье, по жилью, так скажем так, да когда это уже не сегодня, это уже еще раньше у нас было так. Если у нас там нет определенное количество времени, нет вообще ни, так сказать, платежей, нет вообще людей, это жилье не остается просто до последнего за кем-то. Нет, оно становится в собственностью государства, да, пускай будет местная или республиканская собственность в судебном порядке. Поэтому мы это жилье уже перевели в собственность государства. А потом государство само решает, кому это жилье отдавать. Если я получил в таком плане от государства жилье,
получил безвозмездно, или же выкупил и так далее, я законный приобретатель. Или же на законных основаниях проживаю. У меня не должна голова болеть о том, что кто-то придет и мне это отнимет. Потому что есть государство, оно мне все это сделало. А те люди, граждане, которых не было, которые, значит, ну, побросали, скажем так, да, вернулись потом, когда-то, ну, закон говорит о том, по ним мы уже приняли решение. Прошли сроки, ну, куда уже обращаться? Получается, что у тех, кто сейчас вот пишут заявления по поводу того, что они попали, да, в такие сложные ситуации и их как бы жилье у них отнимают, тоже есть какая-то доля вины. Значит, у них было не все в порядке с оформлением документов. Вы правы, мы сами иногда безалаберно к этому относимся. Все мы таким-то образом это делаем. Поэтому многое происходит по нашей вине. Где-то мы вовремя там справочку не поднесли, где-то вовремя там что-то не заплатили, не оформили, бумагу не взяли соответствующую, а потом это все кто-то, наверное, использует. В судебном состоянии всегда так. Слабину одного использует другой. Это одна сторона. Второй момент. Ну, как мы заметили по всем вопросам, которые стояли в общественной палате, и примеры конкретно, которые были приведены, вы видите, что все-таки эти тяжбы тянутся уже давно. Уже можно сказать, ну, хотел сказать десятилетиями нет, но уже 7, 8, 10 лет. Они тянутся. То есть как бы это не из новой серии, потому что новое уже правом регулируется, и уже ты в соответствии с, так сказать, законом должен представлять бумаги, чтобы на что-то претендовать, скажем так, да? А там уже есть ограничения. А вот старое тянется, одни спорят с другими в инстанциях первых, потом во вторых, пересматривают в новооткрывшиеся обстоятельства, и все это тянется. Конечно, по-человечески понятно, многих людей в том плане, знаете, не просто жалко, ну, получается так, что многие, кто остался за бортом, у кого взяли жилье, отобрали, я имею в виду, когда, как вот в общественной палате говорили, власть отбирает, имеется в виду судебным решением и так далее, жалко, понятно, люди живут, им негде жить, ну и здесь мы уже сталкиваемся уже с другой проблемой, надо каким-то образом решать и этот вопрос тоже. Но вы правы, нужно всегда самим нам думать о том, что нам всегда нужна бумага, нужно этим заниматься. Спасибо вам за интервью. Удачи нам всем и в этом плане тоже. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в работе международного салона «Комплексная безопасность», который проходил в Москве. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. 5 июня на ВДНХ стартовал 12-й международный салон «Комплексная безопасность-2019». В двух залах павильона компании из 15 стран предоставили около 500 перспективных разработок, которые могут быть использованы в борьбе со стихией и при оказании помощи пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. За годы проведения международный салон стал одним из крупнейших российских выставочных проектов. Сегодня он представляет собой прекрасную возможность для специалистов ознакомиться с передовыми идеями в области безопасности, обменяться мнениями, по их внедрению в практику поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы развития отрасли, наработать новые деловые связи. Абхазскую делегацию на салоне возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Глава спасательного ведомства Абхазии осмотрел многочисленные стенды выставки, где была представлена самая современная спасательная техника и показаны перспективные направления при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании помощи пострадавшим. В частности, большой интерес был проявлен к стенду с современными реанимобилями, их оснащению, техническим параметрам и возможностям. На полях салона прошла встреча Льва Квициния с заместителем министра по ЧС России Павлом Барышевым. Стороны выразили удовлетворение современным уровнем взаимодействия между спасательными ведомствами двух стран. Павел Барышев отметил, что одним из российских приоритетов, отраженных в концепции внешней политики страны, является содействие становлению Абхазии, обеспечение ее надежной безопасности. В МЧС России с благодарностью вспоминают помощь МЧС Абхазии в организации реабилитации российских спасателей на Черноморском побережье, которые участвовали в крупных чрезвычайных ситуациях на родине. В свою очередь Лев Квициния поблагодарил российских коллег за то содействие, которое на протяжении многих лет оказывается МЧС Абхазии со стороны спасательного ведомства России. Салон «Комплексная безопасность» продлится до 8 июня и завершится масштабными учениями на базе спасательного центра МЧС России в подмосковном Ногинске.
В Сухуми отметили 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международный день русского языка. Традиционно цветы возложили к памятнику великому русскому поэту в центре столицы Абхазии. Сюда пришли многие почитатели творчества русского поэта, среди которых спикер парламента Валерий Кварче, советник президента Владимир Зантария, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бацеев, творческая и научная интеллигенция, общественность и школьники. Литературная встреча продолжилась в ботаническом саду у Древней Липы, которая в эти дни уже на протяжении многих лет становится центром поэзии и творчества. Репортаж Алисы Шамба. Мероприятие, посвященное памяти великого поэта, началось с возложения цветов к его памятнику, установленному на улице, названной в честь самого Пушкина, в самом центре нашей столицы. Сюда пришли многие почитатели творчества Александра Сергеевича, писатели, искусствоведы, общественные деятели, дипломаты, школьники, студенты и те, кто просто любит поэзию. Затем все собравшиеся переместились в ботанический сад, где под сенью многовековой кавказской липы их ждали 3 девицы, мечтающие стать царицами, и тот самый кот-ученый. 3 девицы под окном играли поздно вечером. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила бы я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала б я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии при содействии Министерства культуры и историко-культурного наследия и Союза писателей. 6 июня также отмечают Международный день русского языка, который имеет прямое отношение к Пушкину, как основоположнику русского литературного слова. И как отмечали участники чтений, Пушкин своим творчеством оказал большое влияние и на абхазскую поэзию. Праздника, приуроченного 220-летию со дня рождения великого русского, российского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который проводится здесь, в месте, которое можно назвать абхазским лукоморьем в широком смысле этого слова, поскольку мотивы Пушкина, они перекликаются и с природой Абхазии, и с жителями Абхазии. И мы, как представительство Россотрудничества, которое участвует в организации данного мероприятия, отмечаем, констатируем постоянно возрастающий интерес среди жителей Республики Абхазия, среди педагогических работников, обучающихся к творчеству Пушкина. В Абхазии живет очень талантливый творческий народ, и Пушкин с его мотивами перекликается с абхазским творческим контентом. Мы уже 8-й год собираемся в ботаническом саду под Липой. 8 лет – это немалый срок для тех, кто любит поэзию Пушкина. Потому что Пушкин, хотя и не был в Абхазии, но через тех поэтов, которых мы называем поэтами пушкинской поры, многие из них бывали в Абхазии. Это и Норов, это и Бестужев-Марлинский, это и Зайцевский, которые любили Пушкина, которые дружили с Пушкиными. И мы считаем себя сегодня как бы сопричастными к поэзии и поэтов пушкинской поры и, конечно же, Пушкина. Советник президента Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и посол России в Абхазии Алексей Двинянин, принявший участие в пушкинских чтениях, также подчеркивали значимость наследия великого поэта. Ставшие традиционными пушкинские дни стали частью национальной культурной летописи нашей страны. Пушкин не просто любил жизнь во всех ее проявлениях. Жизнь была для него величайшим таинством, и именно поэтому он был велик во всем, отмечали они. Мы живем в эпоху, когда девальвация духовных и нравственных ценностей может нанести огромный ущерб человеческой культуре, составляющей основу современной цивилизации. На фоне подобных разрушительных процессов углубляющийся интерес и внимание к великому классическому наследию может стать своеобразным катализатором возрождения традиций, взаимовлияния и взаимопроникновения национальных культур. Я хочу выразить, с вашего позволения, во-первых, признательность уважаемому Мушни, поскольку вот я только приехал в прошлом году, и мне ваш, так сказать, известный поэт презентовал свой перевод Евгения Онегина
на абхазский язык. Конечно, это заслуживает всемирного уважения, поэтому и табу. Идея проведения пушкинских чтений в ботаническом саду принадлежит народному поэту Абхазии Мушни Ласурия. И это не случайно. Основатель ботанического сада в Абхазии, генерал Николай Раевский, был другом Пушкина. И липа, под которой проводятся чтения, уже давно стала местом, где звучит абхазская и русская поэзия. У самого Мушни Таевича особые отношения с Пушкиным. Он перевел на абхазский язык роман Евгений Онегин. И вот уже 8 лет, как Мушни Ласурия читает здесь собственные переводы произведений Пушкина. Пожалуй, нет ни одного классика мировой поэзии, который оказал такое благотворное влияние на абхазскую поэзию, как Пушкин. И символично, что его день рождения мы отмечаем именно здесь, в Абхазии, в Сухумском ботаническом саду. Собираться на лоне природы у вековых деревьев, обсуждать там важные судьбоносные дела – это древняя традиция нашего народа. Сегодня строки из знаменитых произведений Пушкина звучали не только из уст ученых и литераторов, но и школьников-студентов. Праздничная концертная программа включила в себя также исполнение романсов на стихи великого русского поэта. Алиса Шамба, Тамас Чаковани, Абхазское телевидение. 9 июня в Южной Осетии состоятся выборы в парламент Республики Южная Осетия. На территории Абхазии в посольстве Юго-Осетинской Республики будет организован избирательный участок. Принять участие в выборах могут все граждане Южной Осетии, проживающие на территории Абхазии и достигшие 18 лет с действительными паспортами. Кроме того, для того, чтобы проголосовать в Абхазию, могут приехать граждане Южной Осетии, проживающие в Адлере и Сочи. В Абхазии проживает небольшое количество, сейчас находится людей, имеющих гражданство Южной Осетии, имеющих действительные паспорта, по которым они имеют право принимать участие в выборах в парламент Южной Осетии. Впервые в этом году выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной системе. Половина, то есть 17 депутатов, будет избираться по одномандатным участкам и 17 по партийным спискам. В пределах Южной Осетии выборы будут проходить и по одномандатным участкам, и по партийным спискам. За пределами Южной Осетии, в частности в посольстве в Абхазии, в Москве и в Северной Осетии открываются 2 участка, выборы будут проходить только по партийным спискам. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия примет участие в международном мониторинге выборов в парламент Республики Южная Осетия. В качестве иностранных наблюдателей на предстоящие выборы делегированы председатель парламентского комитета по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебия и Ашот Минасян. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго!